Доброе утро, коллеги. Давайте начнем планированное совещание. Пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период произошло 14 пожаров, погибших, пострадавших нет и крупных пожаров не было. Итого, с настоящим итогом с начала года произошло 1036 пожаров, гибель 17, а ППГ 18, травмировано 15 на 9, спасено 39 человек. Доклад закончен. За неделю увеличение идет пожаров? За неделю идет увеличение, но в общих числах за год уменьшение. Ясно, спасибо. Ким Алексеевич, пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом внепланово проверено 9 объектов. Составлено протоколов об административных правонарушениях 18. В отношении граждан 2 на сумму 2000 рублей, на должностных лиц 5 на сумму 30 тысяч рублей, на юридическое лицо 1 протокол на сумму 150 тысяч рублей. Предупреждений составлено на должностных лиц 3 и на юридических лиц 3. Профилактических обследований составлено 13. Также продолжается проверка объектов с массовым пребыванием людей, театры, кинотеатры, торгово-развлекательные центры. И с этой недели будем проводить обследование объектов, где хранятся и реализуются пиротехнические изделия. Доклад закончен. Ким Алексеевич, объекты жизнеобеспечения? Объекты жизнеобеспечения проверку закончили. Закончили, да, хорошо. И деревянный жилищный фонд вы можете проверить в управляющей компании? Деревянный жилой фонд, да, вот проверим. Сейчас закончили проверку Борисовка-1, Борисовка-3. На плане стоит Борисовка-2, ну и остальные деревянные дома. Продолжайте, хорошо. Николай Петрович. Доброе утро, уважаемые члены совещания. Оперативная обстановка в городе Якутске за неделю характеризуется значительным снижением регистрации преступлений. Так, у нас за неделю зарегистрировано 13 сообщений о преступлениях, раскрыто 7. Из них тяжких, особо тяжких 2 раскрыты. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 32. Это 6 грабежей, 10 краж, 3 мошенничества и 13 прочих преступлений. Установлено лица, совершившие преступления, 42. Из них ранее судимыми 15, женщинами 7 и 4 несовершеннолетними. Поступило сообщение о 10 пропавших 3, в том числе несовершеннолетних 3. Установлены без пропавших 7, 2 из которых были объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 6, 2 из которых также были объявлены в течение недели. Объявлено в розыск преступников 10, из ранее объявленных установлено 3. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 3, суицидов 2 на 2. По безопасному городу выявлено 4 факта совершения административных правонарушений, также раскрыто 4 преступления. По системе гражданин-полиция сообщений не поступало. План перехват вводился 1 раз, разыскиваемый транспорт задержан. За неделю отделами и подразделениями всего составлено административных протоколов 1451. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 45 человек. На 8 декабря всего содержится 36. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 17 человек. Арестовано 7, под домашним арестом 3, освобождено 2. Также 2 по 8 декабря на территории города Якутска было проведено 6 массовых мероприятий, 1 культурное, 3 публичных и 2 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 2733 человека. На охрану общественного порядка было задействовано 16 сотрудников органов внутренних дел, 50 работников ЧОП «Гром плюс» и 2 работника ЧОП «Аузум». Также у нас продолжается 3-й этап операции по профилактике раскрытия краж портативных гаражей. Доклад закончен. Спасибо, Николай Петрович. Вопрос. По безопасному городу есть какие-то замечания у вас по системе видеонаблюдения? Нет, больших замечаний нет. Работает в штатном режиме. Да. Хорошо. Пожалуйста. Доброе утро. За истекшую неделю зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек пострадало. Всего за неделю выявлено и составлено 1080 административных протоколов, из них состояние опьянения 21. На специализированную стоянку доставлено 31 транспортное средство. Спасибо. Доклад закончен.
Спасибо. Кирилл Евгеньевич. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 28 проверок. По результатам проверок наложено 12 штрафов на сумму 30 тысяч рублей, выдано 2 замечания. Помимо этого проводятся рейды по особо охраняемым природным территориям в рамках охотничьего надзора и мероприятия по незаконному спиливанию елей, операция «Ель». Также продолжается работа в округах города по обращениям граждан и текущая работа. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Пожалуйста. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске за 48-ю неделю. Показатель заболеваемости на 8,7% ниже недельного эпидемического порога и выше показателя предыдущей недели на 8,5%. За 4 дня прошлой недели показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 31,9% и выше показателя аналогичной предыдущей недели на 2,3%. В столице республики в течение 49-й недели решения о частичном приостановлении учебного процесса принимали в следующих образовательных учреждениях. Это СОШ номер 1 с количеством классов, закрытых классов 3 и с количеством учащихся 32. СОШ номер 22 7-го вида. Количество закрытых классов 3 с количеством учащихся 33. Таким образом, на 49-й неделе не посещали занятия 65 детей в 2 школах столицы республики. Управлением Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия за прошлую неделю подготовлено 44 заключения по местам накопления твердых коммунальных отходов. Всего подготовлено 1181. В работе находится 230 заключений. Предположительно, готово будет все к четвергу. Управлением Роспотребнадзора за прошлую неделю рассмотрены 4 дела об административном правонарушении в отношении 1 гражданина, 2 должностных лиц, 1 индивидуального предпринимателя. Назначено 4 предупреждения. Спасибо. Тогда за неделю, получается, у нас чуть увеличение есть, да, по сравнению с предыдущей неделей? По заболеваемости? Да, умеренно. Хорошо. Так, ЕДДС, пожалуйста. Гулгой ЧС, пожалуйста. Здравия желаю. За прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций и критических социально значимых происшествий не зарегистрировано. Режим функционирования, повседневная деятельность. Проблемные вопросы решаются в рабочем порядке. Доклад закончен. Спасибо. ДЖКХ. Дина Олеговна, к микрофону, пожалуйста. Сзади. Доброе утро, уважаемые коллеги. Работа в штатном режиме. Так, в целом, 5 декабря внесено на рассмотрение Якутской городской думы проект решения о подобрении досрочного прекращения органов местного самоуправления городского округа город Якутск осуществления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных собак, кошек и экзотических животных. Также внесено на согласование внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения города Якутска на 2020 год и внесено на согласование схему теплоснабжения на 2021 год. Так, по регулированию безнадзорных животных отловлено всего 144 безнадзорных собак, из них по округам Автодорожный 10, Гагаринский 19, Губинский 4, Октябрьский 8, Промышленный 7, Сайсарский 26, Строительный 36, Центральный 6, Марха 13, Пригородный 4 и население 11. Ну, в целом, коротко так. Подождите, Дина Олеговна, вот надо продолжить работу совместно с ИГХ и управами по деревянному жилищному фонду в части повышения пожарной безопасности, включая разъяснительную работу и то, что вы вот сейчас делаете, план оснащения датчиками задымления. Хорошо? Эту работу продолжить. На прошлой неделе я говорил про это, просто пока мне представили информацию, что в работе.
Мгм. Так, Якутдорстрой здесь. Пожалуйста. Добрый день. Предприятие работает в штатном режиме. В принципе, вопросов планировки тоже нет. Хорошо, спасибо. Жилкомсервис. Добрый день. За отчетный период на полигон было принято более 11 тысяч кубов твердых коммунальных отходов. Отловлено, как уже департамент сказал, более 140 животных безнадзорных. Вывезено жидких бытовых отходов более 16 тысяч отходов. Ситуация по вывозу мусора из неблагоустроенного и частично благоустроенного фонда сегодня остается пока без изменения. Мы убираем по графику, работаем с управами. Ясно. Ну, по итогам совещания в Росприроднадзоре мы поняли, то есть уточнили как бы наши все обязанности вместе с Якутской кассетой, поэтому жидкие в мерзлом виде мы вывозим. Так? Соответствующие дополнения, изменения будут внесены на распоряжение главы от 2011 года. Так? И вместе с ДЖКХ и Департаментом финансов вопрос решите, вот этот, добейте точнее, вопрос финансирования, тот, который у нас решен. Надо сделать порядок. То, что касается компенсации вам работ по сносу жилья. Так, Якутская кассета здесь. Доброе утро, уважаемые участники совещания. Якутская кассета работает в штатном режиме. На линии 22 автомашины. 100% выезд мы обеспечили. Выходные дни также мы работали в 2 смены. Вот. Все работает в штатном режиме. Мусор убираем. Так, вот по итогам совещания в Росприроднадзоре мы проводили здесь рабочую встречу, выясняли все-таки, что в МБО входит. Ну и уточнение у нас такое, что жидкие в мерзлом виде, конечно, это Жилкомсервис будет вывозить. А то, что касается ТКО, за вами так и остается. Да. Здесь нам надо совместно с вами, в первую очередь, и с управами все-таки разъяснительную работу усилить среди населения автодорожного, сосярского, промышленного округов и в пригородах, чтобы раздельный сбор они осуществляли, как и ранее, жидкие в жидком виде, твердые в твердом виде, чтобы не смешивали. Так, поэтому совместно с управами вы некий такой план разъяснительной деятельности сделаете, хорошо? Хорошо. Спасибо. Горсвет. Спасибо. Управление образования. Так, учебно-воспитательный процесс в городе идет по плану. 4 числа написали итоговое сочинение. У нас выпали дети, выпал ребенок, который на семейном образовании, поэтому имеется потребность в увеличении человека в школьном отделе, который будет контролировать семейное обучение. Провели конференцию «Успех каждого ребенка», развивающиеся учебно-методические комплексы издательства «Бином. Лаборатория знаний». Это для заместителей директоров по содержанию, учителей начальных классов и старших воспитателей для детских садов. Провели совещание с профсоюзами. Так, и возобновили соревнования по шашкам среди школ города Якутска. У меня все. Спасибо, пожалуйста. Аил Анатольевич, СГХ. Доброе утро, коллеги. У нас по газопроводам высокого давления мы получили схемы от проектировщика. В настоящее время мы рассматриваем. Мы и главный архитектор города до конца недели должны рассмотреть и направить либо согласование, либо свои замечания. По сетям низкого давления вы подписали предварительные схемы. Данные схемы направлены в УГРС, Сахатранснефтегаз и в Министерство промышленности. Также, вы знаете, у нас в четверг случился инцидент. Это лопнула задвижка на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Кулаковского. Получается, там задвижку поменяли. Там, получается, розлив большой на улицу Белинского и на улицу Кулаковского. Да. Там в течение дня силами Якутдорстрой последствия розлива были устранены.
В настоящее время ведется служебное расследование по данному инциденту. Также на прошлой неделе мы встречались с руководителем управления Роспотребнадзора, где мы нашли понимание и поддержку в части формирования реестра ТКО. Вы знаете, мы сейчас на финальной стадии. На этой неделе мы планируем разместить реестр ТКО на сайте окружной администрации. У нас идет совместная работа с Роспотребнадзором и управлением архитектуры. Также на прошлой неделе подготовлены материалы на заседание согласительной комиссии «Вилтумен» по инициативе народного депутата Петрова Павла Петровича. К сожалению, депутаты проголосовали против данной поправки. Это получается выделение средств на газификацию многодетных семей в размере 100 миллионов на следующий год за счет средств бюджета республики. Ну, поэтому, я думаю, дальше будут работать депутаты в этом направлении. Ну, вкратце у меня все. Анатольевич, у меня вот такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вы с вами как-то согласовывают ресурсоснабжающие организации вот, свои планы отключения? Они с нами не согласовывают, они уведомляют единую диспетчерскую службу, и на этом все. А вы вообще отслеживаете, да, вот эти отключения все, да? Служба эксплуатации городского хозяйства не отслеживает по полномочиям. Это полномочия ЕДДС. А Сорокин у нас... Он в командировке, сегодня будет после обеда. Я почему спрашиваю, да, потому что вот в последнее время участились жалобы от горожан по поводу плановых отключений, да, может быть, где-то они аварийные, но я так понимаю, что они плановые, потому что там ведутся какие-то ремонтные работы, там замена там, значит, столбов там и так далее, там отключают свыше 5 часов, да, и вообще, может как-то вы им задачу поставите, чтобы эти плановые отключения производились там в теплое время года, не так, чтобы там ждать, когда у нас в городе станет минус 40, и начинать свои плановые работы. Как-то скорректироваться можно будет с ними, да? Да, Альберт Никандрович, вы совершенно правы. Я специально делал статистику по отключениям. Да? То есть 1 ноября, допустим, если смотреть ПАО «Якутскэнерго», то у них было 190 плановых отключений при 20 аварийных отключениях. То есть представьте себе, они все работы запланировали на конец года при достижении температуры минус 30. Да? И действительно, это большая проблема для нас всех, для горожан. Именно по этому поводу мы подготовили обращение за подписью руководства города в адрес прокуратуры для проведения проверки, да, в части вот этих монополистов. К сожалению, и по полномочиям, и поэтому служба эксплуатации городского хозяйства никак не участвует в планировании ремонтных работ. С вами в любом случае должны как-то, наверное, в курс дела ставить. И вы правильно говорите, что раз не понимают, давайте через прокуратуру, тогда какие проблемы? Да, мы обратились в прокуратуру, они уже занимаются. Прекрасно понимаете, что это не дело, когда минус 40, там, значит, и идут отключения, люди там, дома перемерзают, котлы, переезжают в город там, и так далее. Поэтому надо навести порядок в этом деле. Хорошо. Так, поддерживаю Альберта Никандровича в его вопросе. Но вас, Аял Анатольевич, никто не ограничивает в том, чтобы смотреть эти планы, изучать и так далее, и отрабатывать. Поэтому давайте вот ЕДДС, и вы встретитесь с центральными электрическими сетями, так, с Якутской, сначала с ЦРЭСом по поводу их планов в декабре и в январе. Хорошо? Посмотрите. Есть ли у них в планах объекты, которые обеспечивают наши объекты жизнеобеспечения? Хорошо? Хорошо. И по поводу стерха, да, мы обратились. Действительно, там они вышли за рамки планового периода по времени. Прокуратура, конечно, разберется, но вместе с тем все-таки вот встретитесь, они хотят остановить эти работы по стерху. Есть ли в этом необходимость или можно продолжить, и совместно, допустим, с управой и с активистами этого района все-таки надо посмотреть, стоит ли продолжать, потому что в летний и весенний период они там не могут работать, там заболоченная территория. И аналогичный вопрос сейчас у них встает по Магану. Они тоже хотят приостановить работы по реконструкции линии, обеспечивающих Маган. Хорошо, отработаем. Встретитесь, доложите мне, хорошо? Хорошо. Спасибо. Так, управление здравоохранения, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги.
Медицинские организации города Якутска отработали прошлую неделю в штатном режиме. Роста заболеваемости по городу не наблюдается критического. Есть у нас укусы животных первичных обращений 6, из них бродячими собаками 2. Уличных травм получили 148 человек взрослых и детей 30. На прошлой неделе, по данным на пятницу, у нас зарегистрировано 4 случая гриппа H1N1. Это лабораторно подтвержденные данные. И плюс ко всему у нас еще 5 случаев заболевания корью. Все взрослые, одна беременная женщина, которая была разрешена 7 числа. Все мероприятия противоэпидемические в стационарах и по месту жительства проводятся. Так, Всё, спасибо. У меня такое поручение для вас, Управления образования, Департамента экономики. По медработникам детских дошкольных учреждений и школ проведите анализ в части затрат. Так, сколько их у нас, где они работают, период работы и нагрузка какая на них. Хорошо? Потом мы встретимся с Министерством здравоохранения по этому вопросу. Хорошо. Понятно. Так, спасибо. Департамент градостроительства. Доброе утро. На прошлой неделе департамент работал в штатном режиме. Кроме того, было рассмотрено одно представление прокуратуры по объектам 50 лет Советской армии. Там объекты самовольной постройки. Выдано разрешение на строительство на 3 объекта. Введены в эксплуатацию 2 объекта, отказано в выдаче разрешения на строительство и ввод по 14 объектам. Также выявлено 5 объектов самовольной постройки, из них по 3 объектам направлены материалы в адрес управления Госрожжилнадзора для привлечения к ответственности данных застройщиков. По 2 объектам еще ведется проверка. Также в Минстрое проведено рабочее совещание по проблемным объектам, в том числе и по объекту Северной строительной компании, а также Монолитстрой. По итогам совещания выработана рабочая комиссия, а также проект дорожной карты, по данному которому будем отрабатывать совместно с Минстроем. Получены и переданы проектной организации заключения по инженерным изысканиям по выносу газа с 6-й школы. Примерно к 20 декабря текущего года загружаем проектную документацию и результаты инженерных изысканий на электронную площадку ГАА госэкспертизы. Также подготовлены документы и направлены в управление муниципальных закупок для проведения торгов на право заключения договора о развитии застроенной территории в части 43-го квартала. Надеюсь, что к концу текущей недели торги будут выставлены на общее обозрение. Также совместно с Минстроем проведен объезд по вводимым объектам, и по итогам которого будет откорректироваться план ввода текущего года, который будет откорректирован по факту. То есть мы идем к опережению плана на текущий год. Спасибо, у меня все. По точечным заявлениям, вот Короленко 25, что с ним? Короленко 25 подали заявление, на которое уже направлен мотивированный отказ по несоответствию проектной документации, а также была допущена ошибка в заявлении о выдаче разрешения строительства. Прописаны были не те кадастровые номера земельных участков, на котором расположен объект. Также в Минстрое данный вопрос затрагивался. Ждем на сегодняшний день протокол Минстроя, по которому будем действовать. Там принимал участие застройщик? Застройщик принимал участие, да. Ну, по возвращению, точнее, нам надо с ним встретиться, с этим застройщиком. Евгений Николаевич приедет, вы проведите еще раз разъяснительную работу, хорошо? Хорошо. Так, присаживайтесь. Управление дорог. Доброе утро, коллеги. Работа ведется в штатном режиме. Сейчас ведется работа в основном на системе оперативного управления «Эталон» по внесению данных. Специалистами управления дорог города и республики сейчас
внесены изменения в региональный паспорт Республики Саха-Якутия и городской агломерации город Якутск по итогам работы в 2019 году. Ну и основная работа сейчас, вот как я повторял, по эталону. В целом все в графике. Так, а по планам 2020 года? Ну, планы 2020 года, ну, они сверстаны. Сейчас остается самое важное, то есть в составе рабочей комиссии надо будет выезжать на объекты, которые будут идти у нас по текущему ремонту. По остальным объектам у нас 8 объектов полностью готовы, по одному объекту уже конкурс аукцион отыгран. Ну и остальные на подходе. Получается, еще 2 объекта у нас находятся на госэкспертизе из объектов 2020 года. Это Курнатовское и Хатынградское шоссе. План 2020 года у нас утвержден? Да. Но паспорт скорректирован? Паспорт будет скорректирован после проведения всех конкурсных процедур. Сейчас, то есть, это будет опять вилами по воде. Так, хорошо. Спасибо, присаживайтесь. Департамент предпринимательства, части транспорта. Доброе утро. За прошедшую неделю работа отдела организации транспортной деятельности осуществляется в текущем режиме. С 29 по 6 декабря зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие по вине водителей с материальным ущербом. Жертв нет. В графике движения автобусных маршрутов выполнено на 91,4%. Союз Авто выполнили утепление подвижного состава. Все, что возможно, было сделано. По отведению выхлопных газов вниз работа выполнена на 80%, так как закончились патрубки в магазинах. Запущены распоряжения о изменении схемы движения маршрута номер 17. И подготовлено, запущено тоже дополнительное соглашение по субсидии из бюджета на возмещение недополученных доходов. Ну, коротко все. Спасибо, присаживайтесь. Союз Авто здесь? Добрый день. Вы уже доложили, как бы, о Добавить нечего, да? Ну, как бы, да. А сходы с линии у вас сколько? Сходов? Да. По техническим причинам, по другим? Ну, это... Нету информации, да? Так, значит, смотрите. Но все в основном сходы, как бы, они технические. То есть Понятно, с наступлением морозов, то есть ломается машина. Как бы. На 91,4% выполнен график. Нам надо будет с вами вот что сделать. В новогодние каникулы мы график движения транспорта менять не будем. То есть интервал сохранить нужно тот, который сейчас установился уже, определен. Эта позиция согласована с общественной палатой, с жителями. То есть не будем мы удлинять период ожидания в новогодние каникулы. Понятно? Понятно. Так, ну, хорошо. ежегодно-то у нас как бы график, он постоянно один и тот же. Ну, имеется да, в виду интервал, какой сохранить нужно будет? Сохранить, который сейчас есть. Который сейчас есть. Менять интервал не будем. Ну, а совещание как-то по этому поводу можно будет собрать? Ну, если хотите, пожалуйста, через Светлану Николаевну организуйте. Хорошо. Спасибо. Так, Сергей Николаевич, я пока. Доброе утро. Предприятие работает в штатном режиме. Выполнено 1846 рейсов, 9 рейсов не выполнено по техническим причинам. По онлайн-табло информационным указателям предварительная работа вся закончена. На этой неделе они все будут установлены. Что, по интервалу в новогодние каникулы? Ну, у нас есть расписание, мы согласуем. Конечно. Ну, Нет, здесь, скорее всего, наверное, правильнее будет выдержать интервал воскресного дня, потому что работает очень мало предприятий. Нет, посмотрим, но менять не собираемся. Нет, а оно у нас Если есть какие-то объективные причины, то только в этом случае. Нет, а никто не собирался менять, оно как бы из года в Нет, год. просто мне пришли документы, ну не по вашей линии, не по Епакову, а по линии городских автобусов, хотели удлинить период ожидания. Хорошо, Максим Макарович, еще раз отработаем, хорошо. Так, хорошо, спасибо. Административная комиссия, пожалуйста. Доброе утро.
На прошлой неделе составили протоколы автодорожный округ 1, Губинский 2, строительный 4 и промышленный 1, и административная комиссия 29, Гагаринский, Октябрьский, Сайсарский и Центральный не составляли протоколов. Всего за неделю составлено 37 протоколов, всего за год составлено 1833. И составлено за неделю по 3.5.4, то есть по нарушению тишины и покоя граждан, по 6.25, то есть по нарушению правил уборки территорий 3, по 6.19 по размещению объявления 1 и по 9.10, то есть по фактам выезда на лед 29. Следующий слайд. Всего предписаний вынесено за неделю 37, из них в отношении управляющих компаний 14, исполнено 28, всего за год вынесено 2800, исполнено из них 2762, в работе 38. У меня все. Спасибо. Присаживайтесь. Управление муниципального контроля. Доброе утро. Информация по поступившим обращениям за прошлую неделю. Поступило 81 обращений, больше всего с Департамента имущественных и земельных отношений и с Агентства земельных отношений. Направлено 88 ответов, 37 ДИЗО и Агентство земельных отношений 14. По составлению актов обследования земельных участков. За неделю 80, за текущий год 3617, из них 131 направлено в правовой департамент для подачи исков в суд по освобождению земельных участков. По прошлой неделе выявлено 12 самовольно занятых участков, 1 нецелевое использование, без нарушений 67. По регламенту административному 37 актов. Так, по проведению проверок. Проверок по статье 7.1 самовольное и 8.8 нецелевое использование земельного участка. Проверено 7 земельных участков, по видам нарушения самовольных 5 и нецелевых 2. По поводу нецелевого использования земельного участка хочу проинформировать, наверное, наших коллег о том, что на прошлой неделе состоялось совещание с участием представителей налоговых органов, с участием представителей Росреестра, и наших структур. И принято решение, что если земельный участок по документам отведен как ИЖС, индивидуальный жилой дом, а используется под предпринимательскую деятельность, в связи с изменением законодательства он облагается налогом в процентном соотношении 0,3 от кадастровой стоимости, но при наличии акта управления муниципального контроля налоговый орган будет применять ставку со следующего года 1,5. И поэтому обращаем внимание наших коллег, на этой неделе будет запущен проект распоряжения о внедрении этого изменения законодательства на территории городского округа город Якутск с определением механизма. Просьба внимательно посмотреть и внести свои предложения. Это речь идет, еще раз повторяю, о земельных участках, которых назначение вид разрешенного использования ИЖС, и на которых ведется предпринимательская деятельность. Но мы знаем, что у нас есть буквально улицами такие участки, где вместо жилого дома магазины, автомойки, магазины, заправки, различная рода предпринимательская деятельность. Спасибо, Анна Николаевна. Особое внимание главы управ землеустроителей и специалистов по работе с торговыми объектами в этой части. Под руководством Анны Николаевны нужно эту работу активизировать, развернуть. Так, хорошо. Управление культуры, пожалуйста. Доброе утро. Все учреждения работают в штатном режиме, все мероприятия проводятся согласно плану. На этой неделе идет подготовка к акции «5 шагов к Новому году» и к завершению года добрососедства. Кратко все. По елкам главы как подготовка идет? По елкам главы мы отрабатываем с управлением образования. Есть некие у нас варианты решения. Будем решать уже в рабочем порядке. Так, хорошо. Спасибо. Павел Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Все структурные подразделения, службы и учреждения городского округа действуют в штатном режиме.
крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий, как уже было сказано, в городе не проводилось в этот период. Ну, уважаемые коллеги, у нас наступает предновогодний период, который совпадает с периодом наступления холодов. В связи с этим всем руководителям необходимо будет обратить особое внимание на обеспечение деятельности своих учреждений и предприятий. Наверное, стоит заблаговременно всем вам подготовить свои приказы, распоряжения по организации дежурства в этот период. Так, кроме того, я обращаю внимание всех руководителей на то, что в конце года, как всегда, традиционно возрастает количество просроченных поручений руководства и работы с обращениями граждан и организаций. Чтобы упорядочить и не допустить ухудшения ситуации исполнительской дисциплиной, мы решили в четверг текущей недели, то есть 12 декабря, сделать предварительный срез статистики исполнения поручений и работы с обращениями граждан. Поэтому нужно будет обратить на этой неделе особое внимание исполнительской дисциплине. Я прошу подтянуть все свои показатели. 13 числа в пятницу будет проводиться совещание, где будут участвовать руководители и ответственные лица по учреждениям, организациям и структурным подразделениям окружной администрации, где будет рассматриваться ход работ по исполнению поручений. И окончательный срез у нас будет осуществляться числа 20-го текущего месяца, поэтому времени остается мало. У нас очень много поручений, все со сроками на конец года начинают загораться как раз в эти дни. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Так, просьба такая у нас, ну, абсолютно правильно, надо сейчас приказы сделать, и надо посмотреть, чтобы руководители учреждений, руководители территориальных органов управления и руководители предприятий жизнеобеспечения были на месте в этот период. Да? То есть вот декабрь, январь, чтобы праздники, они были на месте. И по поводу графиков отпусков, все-таки у меня предложение такое. Все директора учреждений должны спланировать таким образом свои графики отпусков, чтобы вот в летний период, не позднее августа, 10 числа, они были уже на месте, чтобы спокойно готовились, уже посмотрели итоги подготовки к отопительному сезону, готовность объектов к запуску. То есть они должны быть с 10 августа в период до конца сентября обязательно здесь. Ни один директор школы, ни один директор клуба, тем более предприятие, не должен отсутствовать в этот период. Хорошо, такое указание дадите по графикам отпусков. Так, и еще объявление, значит, у нас будет совещание с фондом социального страхования. Это касается всех работодателей. Дело в том, что город Якутская Республика переходит на прямые выплаты пособий и выплат по больничным листам. В этой связи там есть новшество. Новшество такое, что теперь все это делаться будет в электронном виде, напрямую с фондом социального страхования. То есть предприятие вперед ничего не выплачивает. Выплаты все будут осуществляться непосредственно от фонда гражданам. Поэтому такое совещание будет проведено. Уточните, по-моему, сегодня в 16:15. Хорошо? Это всех касается, всех работодателей. Пожалуйста, Альберт Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Еще раз, 5 декабря завершился период приема материалов на 12-ю очередную сессию Якутской городской думы, которая у нас состоится 25 декабря. На текущий момент поступило 14 вопросов. С учетом этого сформирована предварительная повестка. Однако не внесены материалы по бюджету города. В этой связи не сформирован график работ постоянной комиссии Якутской городской думы. Отмечаю, что эта сессия будет последней в уходящем году. Прошу структурные подразделения окружной администрации принять
участия в работах постоянных комиссий Якутской городской думы. Хочу отметить участников прошедших 5 декабря депутатских слушаний по реализации национальных проектов Российской Федерации на территории городского округа город Якутск. Были заслушаны весьма обстоятельные доклады, состоялся живой разговор. Проблемных вопросов достаточно, но и успехи, хоть и небольшие, имеются. К примеру, Табагинская школа вошла в число 100 лучших школ России. На мой взгляд, национальному проекту образования нужно уделить особое внимание, так как потенциал у города очень хороший в этом плане. Как говорит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, нацпроект – это важный элемент, вокруг которого сегодня должна строиться вся работа. И надеюсь, что коллеги меня поддержат. Количество национальных проектов, в которых участвует наш город, необходимо расширять. Сейчас мы участвуем только в 5 проектах. Как вы знаете, всего их 12. Нам необходимо усилить работу в этом направлении. У меня все. Спасибо за внимание. Всем удачи на рабочей неделе. Спасибо, коллеги, за работу.